С рабочим визитом в Якутск прибыл генеральный директор государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ России» Константин Цицин. В минувшие выходные в столице он посетил дом образцового содержания, принял участие в открытии нового жилого комплекса по улице Кузьмина. Вечером состоялось рабочее совещание с главой республики. Первую табличку вручили жильцам многоэтажка по улице Лермонтова. Дом 56 стал первым домом образцового содержания вот это самый главный человек. Таких по России еще немного. Возрождать старые традиции начали недавно. Теперь очередь дошла и до республики. В этот же день почти 200 семей получили ключи от новых квартир по улице Кузьмина. Новоселами стали жители аварийных домов и сироты. Долгожданный переезд, новое жилье стал главным новогодним подарком для хозяев квартир. Некоторые ждали этого дня больше 20 лет. Очень рады, счастливы, что получаем. Перед Новым годом нам подарок, что получаем ключи. У меня дочка, внучка, зять. Мы ждали 20 лет. И поэтому, что у нас исполняется мечта сегодня. Новый год мы, конечно, будем отмечать уже в новой квартире с друзьями, с семьей. Так что мы очень счастливы. Вечером того же дня состоялось рабочее совещание с главой республики. В ходе встречи Константин Цицин вручил главе сертификат на дополнительные 636 миллионов рублей на программу переселения из аварийного жилья. Помимо этого, правление государственной корпорации одобрило дополнительную заявку Якутии на предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилфонда. Республика получит еще 1 46 миллионов рублей. Всего на реализацию программы по переселению Якутии нужны 120 миллиардов рублей. На сегодня недостают 30 миллиардов рублей. Мы считаем, что это средства найдем, тем более с поддержкой фонда по реформированию жилищно-коммунального хозяйства пока на сегодняшний день получается. Но то, что на оставшиеся годы, 16-17 годы, если что-то не хватит, мы обязательно найдем это средства. То есть с этой программой мы справимся. На совещании также обсудили меры воздействия на недобросовестных застройщиков, темпы строительства в республике. Если застройщик отказывается выполнять своих обязательств, его можно включить через антимонопольную службу в список недобросовестных застройщиков, и он уже тогда нигде не будет строить. Это первое. Второе, сама республика может такой список недобросовестных застройщиков составить. Он, конечно, будет не такую юридическую силу иметь, но, по крайней мере, все будут знать, что с этим застройщиком лучше не связываться. Ну и самое главное, если есть нарушение, то надо предъявлять штрафные санкции. За нерасторопность муниципальные образования будут лишаться других социальных объектов. Такие меры, по мнению главы, позволят в срок сдавать качественные жилые дома. До конца года республика должна закрыть программу 2013 года, в первые месяцы наступающего – программу 2014 года. А в предстоящий 2016 республика собирается построить рекордное количество домов общей площадью в 600 тысяч квадратных метров. Это в 2 раза больше, чем 5 лет назад. Розалия Борисова, Дмитрий Сергучев, Александр Жуков, НВК Саха, Якутск.